Так, я всех приветствую на шестой, уже предпоследней лекции из цикла «Семь бесед о книгах и людях. Литературное наследие Башкортостана в культурном контексте Евразии». Лекцию проведет Искандер Саидбаталов. Я передаю ему слово. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие слушатели, уважаемая Анна. Спасибо большое за возможность выступить. Сегодняшняя лекция будет достаточно короткой, то есть она будет сравнительно, скажем так, компактнее, чем был наш прошлый разговор о суфийской литературе Башкортостана, потому что, собственно, предмет нашей сегодняшней беседы — персофония, то есть а, явление господство персидского языка в сфере высокой культуры, явление использования персидского языка в качестве основного такого языка рассуждений высоких, в качестве основного языка высокого стиля, оно на материале нашего региона как следует не исследовано. Соответственно, здесь мы набросаем такими достаточно крупными широкими штрихами, что, собственно, имело место и что мы знаем на сегодняшний день. И, соответственно, немножечко поговорим о том, что нам может дать вот это имеющееся знание и какие, возможно, открытия, какие новые, скажем так, интеллектуальные горизонты может открыть перед нами изучение персоязычного наследия нашего региона. Собственно, что такое персофония? Персофония — термин относительно новый и является калькой. На русском языке он является калькой таких, скажем, языковых понятий, как франкофония, мир французского языка и некоторых других. Вот, собственно, персофония — это также калька или перевод англоязычного, тоже относительно нового термина, Persianate, или иногда его на русский просто транслитерируют персианат, то есть это явление использования персидского языка в качестве языка высокой культуры, искусства и науки вне персоязычного языкового ареала. То есть персофония — это говорение и писание на персидском языке, на новоперсидском языке, на языке, чье самоназвание фарси, за пределами лингвистического Ирана, за пределами той территории, где, собственно, персидский язык изначально сформировался и в настоящее время бытует. Ну, персидский язык в трех своих формах на сегодняшний день является государственным языком Исламской Республики Иран в своем, собственно, тегеранском варианте и с самоназванием фарси. Он является одним из государственных языков Афганистана наряду с языком пушту. И, соответственно, афганский вариант персидского языка традиционно называется дари. И, наконец, еще один этнолект, еще одна форма персидского языка, этого языкового континуума, использующая кириллический алфавит и несколько демократизированная в ходе советских языковых реформ, называется на сегодняшний день таджикским языком. То есть, вот, собственно, ареал непосредственно иранский, непосредственно персидский языковой ареал — это большая часть современного Ирана, это примерно половина, северо-западная половина современного Афганистана, и это южная часть тех стран, которые в русскоязычном пространстве называются Средней Азией. В том числе, то есть это Таджикистан и некоторые сопредельные районы Кыргызстана и Узбекистана, в том числе города Бухара и Самарканд. Собственно, в этом регионе использование персидского языка — это явление совершенно естественное, там это родной язык. Что же касается всего, что за пределами, это как раз уже персофония, это Persianate, то есть это выученный персидский язык, который очень широко функционировал в качестве литературного, художественного, научного, административного и так далее. Собственно,
К регионам Персофонии относятся территории между реками Сырдарья и Амударья и нижнее течение Амударьи с Аральским морем. Это регионы Хорезм и Мавераннахр, которые были персизированы, которые перешли на новоперсидский язык примерно с IX века нашей эры. В дальнейшем, достаточно рано, уже около XIII века, Хорезм перешел на тюркский язык, Мавераннахр стал тюркоязычным ближе уже к современности. Это мусульманская Индия, начиная с XIII века, с того момента, как Махмуд Газнави совершил свой первый поход в Индию и в ходе своих дальнейших походов основал там мусульманскую государственность. Это ближневосточные государства сельджуков, начиная с XI века и начиная с XIV века Османская империя. Причем персидский язык двигался на север и на запад вместе с Османской армией и, соответственно, на своем пике, собственно, пик западного и северо-западного распространения персидского языка, он четко укладывается в северные и западные границы Османской империи. То есть персофония некто в течение достаточно продолжительного времени охватывала значительную часть южной половины Балканского полуострова, современную Грецию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Это Восточный Туркестан, территория, которая сейчас составляет Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая. Это Сибирь и это Урал-Поволжье, то есть Башкортостан, Татарстан и другие регионы Среднего Поволжья. Ну вот примерно такая вот география. Она периодически менялась. То есть какие-то регионы переставали пользоваться персидским языком, какие-то, наоборот, начинали делать это более активно. Где-то вмешивались административные меры, то есть концом персидского языка в качестве классического языка Индии считаются 1820-е годы, когда британские власти заменили его в качестве языка обращений к британской власти местными индийскими языками. Достаточно дискуссионный и достаточно интересный вопрос, а за счет чего персидский, который не был изначально языком ислама и не был изначально глобальным таким языком, он был просто языком крупной могущественной сасанидской державы, но потом перестал быть таковым, собственно, за счет чего персидский язык получил такие позиции и получил такое огромное распространение. Этот вопрос дискуссионный и сложный, и наиболее обстоятельно на него попытался ответить немецкий востоковед, ориенталист, иронист Берт Фрагнер, как раз автор термина «пёжинат» или «персофония». Он рассуждал о том, что в своей одноименной монографии она доступна на русском языке. Согласно Берту Фрагнеру, персидский — это первый по-настоящему исламизированный язык, то есть это язык, который сформировался под влиянием мусульманской религии, а новоперсидский язык, он действительно формировался уже после арабского завоевания Ирана, уже среди новообращенных мусульман. Это язык, который достаточно рано стал языком проповеди ислама. И, собственно, это был язык, который достаточно рано смог стать языком чиновников, вслед за чиновниками торговцев, а уже потом с восстановлением высокой культуры в восточной части мусульманского мира и стал языком в том числе поэтов. То есть ключевыми ресурсами для персидского языка был ислам и его способность служить проповеди ислама. Это его опора на старые еще доисламские иранские чиновничьи традиции. И, наконец, это его мобильность, это то, что в какой-то момент персидский стал языком трансконтинентальной межрегиональной торговли. Причем вытеснил персидский в этом качестве так и не исламизированный сагдийский язык, который господствовал на торговых путях из Китая на запад в доисламский период, то есть примерно с 3-4 по 7-8 века.
Что же стало истоком персофонии, что же стало основанием для того, чтобы и Башкортостан, и наш регион оказался в какой-то момент вовлечен в это культурное явление, и что стало предпосылкой для того, чтобы персофония сформировалась здесь? Это прежде всего торговые связи, то есть Южный Урал непосредственно прилегает к одному из самых северных культурных регионов иранского мира, к Хорезму. Ну, ядро Хорезма — это нижнее течение рек Амударья и Сырдарья, южный берег Аральского моря, и хорезмийцы в течение достаточно продолжительного времени контролировали значительные территории к северу и к западу. Ну и, собственно, это совсем недалеко от нас, от Южного Урала, и вот эта торговая караванная тропа между Хорезмом и Южным Уралом, она существовала с бронзового века и функционировала вплоть до 20-х годов прошлого века. Южнее Хорезма, в южной части современного Узбекистана и в значительной части современного Таджикистана находился другой не менее известный, не менее культурный, не менее широко а, занимавшийся экспортом своей культуры регион, который назывался Согд. Ну, собственно, сагдийские купцы обеспечивали как раз вот эту внутри караванную торговлю между Китаем и регионом, которые находились к западу. Они путешествовали очень активно и на север, и на запад. Они наладили достаточно рано совместное взаимовыгодное сотрудничество с тюркским каганатом и тюркскими властями. И, в принципе, каганат до изобретения тюркского рунического письма использовал в качестве государственного, в качестве своего как раз сагдийское письмо и язык. Соответственно, вот эти связи, которые функционировали в древности, которые были актуальны в средние века, они способствовали не только экономическому обмену, не только товарному обмену, но и культурному и языковому. Соответственно, когда на новоперсидский язык перешел сначала Согд, а потом Хорезм, это, естественно, отразилось и на том, на каком языке общались в разных точках, в том числе в конечных точках караванных путей, которые вели в эти два региона. Собственно, вслед за экономическими и торговыми связями пришли связи и духовные, связи культурные, собственно, эти же два региона, Хорезм и Центральноазиатское Междуречье, стали источниками исламизации Южного Урала и исламизации Башкир. То есть проповедники шли со стороны степи, они шли с юга, и, соответственно, именно вот этот канал, среднеазиатский, он очень сильно повлиял на то, какой стала мусульманская культура в нашем регионе в целом. Соответственно, вместе с исламом и с проповедниками ислама шел также и персидский язык. Ну, не случайно большая часть арабских заимствований в современном башкирском языке, она заимствована, это очень ярко видно по фонетике, как раз через посредство персидского языка и несет на себе его такую вот фонетическую звуковую печать. Наконец, вплоть до XVI века, а местами и позднее, имели место и религиозные связи. Ну, то есть, собственно, откуда велась проповедь ислама, тем масхабам, тем форматам ислама исследовали на территории Башкирии. И имел место также еще и достаточно интенсивный миграционный обмен, то есть люди, взыскующие знания, те, кто будущие религиозные деятели, отправлялись отсюда на юг за образованием, и с другой стороны из этих регионов также в Башкортостан переезжали, причем достаточно активно, религиозные деятели и представители ученых кругов.
И, наконец, последний особый фактор, который способствовал формированию персофонии в Башкирии, это деятельность суфийского братства Накшбандия, о котором мы с вами немного говорили при нашей прошлой встрече 2 недели назад. Суфийский орден или братство, тарикат Накшбандия, мы об этом еще поговорим, он был преимущественно персоязычным, соответственно, господство Накшбандии, оно также очень даже способствовало тому, чтобы коммуникация на персидском языке велась. Тут также необходимо отметить, что очень многие формы высокой культуры тюркских народов по всему тюркскому миру строились с ориентацией на персидский язык. То есть, если персидский язык был первым из исламизированных языков на востоке мусульманского мира, то тюркский стал вторым. И, соответственно, на значительных просторах Евразии он был третьим из трех языков высокой мусульманской культуры. Соответственно, тюркоязычная поэзия, в дальнейшем и проза, и в целом тюркоязычная литература средних веков, она строилась на уже сформировавшихся персидских образцах. В IX-X веках персидская литература заимствовала и адаптировала формы литературы арабской, достигнув в этом особых художественных высот и создав свой стандарт. В XI веке на персидской основе начала отстраиваться литература тюркская. Причем поэтическая адаптация происходила от форм. Сначала адаптировались формы. Для тюркских языков была адаптирована метрическая система Аруз, совершенно чуждая и совершенно не укладывающаяся в тюркскую фонетику, но тем не менее путем некоторых таких манипуляций и адаптаций тюркский Аруз был создан в XI веке, уже в первой же тюркской поэме, записанной арабскими буквами, в поэме «Благодатное знание», вот уже Аруз у нас появляется. А, Собственно, эта адаптация заставила авторов и создателей литературных текстов очень активно заимствовать не только форму, но потом и целые фразы, конструкции, слова и так далее. И в конечном итоге дальше заимствоваться начали уже и сюжеты, образцы сюжетов, формы поэтического языка и так далее. Надо сказать, что летописание, начиная с века XII в тюркоязычных государствах, а после того, как сформировалась империя сначала Чингисхана и его потомков, а потом империя Тимура и государства его потомков, ну, собственно, там чингизидская и тимуридская история велась на персидском языке. И, соответственно, персидские хроники Тариха Джахангуша, написанные Атам Аликом Джувейни первым из мусульманских монгольских историографов, Джами ат-Таварих Рашид ад-Дина, в дальнейшем сочинения Раудата Сафа Мирханда и так далее. Вот все эти тексты становились образцами и становились основой для первоначально переводной, затем уже следующей за ними в образцах тюркской историографической литературы. То есть без знания персидского языка для носителей тюркских языков не была возможна ни поэтическая, ни историографическая исследовательская деятельность. Вернемся к тарикату Накшбандия. Сам этот суфийский орден сформировался в персоязычной среде среди ремесленников, правда, высокооплачиваемых таких хороших ремесленников в городе Бухара. Бухара сейчас находится в Узбекистане, но достаточно долго она оставалась таким оазисом, таким вот северным оплотом классического персидского языка фарси, и, соответственно, городская среда там была персоязычная. И само прозвище основателя суфийского ордена, выдающегося шейха Бахауддина Накшбанда, это как раз персидское слово. Накшбанд – это ремесленник, тот, кто наносит узоры на набойные ткани.
Вот. Ну, собственно, Бахаудин Накшбанд этим себе на жизнь и зарабатывал. А, Соответственно, сформировавшись в среде хорошо квалифицированных ремесленников и купцов, соответственно, этот орден был изначально орденом грамотных людей и ценил писанное слово, ценил записанные речи. Но так как шейхи Накшбандии говорили на персидском языке, соответственно, вся накшбандийская литература, которая начала формироваться уже на рубеже 14-15 веков, где-то через одно поколение после жизни самого Бахаудина Накшбанда, она, соответственно, формировалась и развивалась преимущественно на персидском языке. И вот, собственно, на картинке мы видим как раз одну из достаточно ранних и роскошных миниатюр с как раз-таки с биографией Шаха Бахаудина Накшбанда. То есть на арабском здесь буквально две строки, это басмала, формула во имя Аллаха Милостивого Милосердного, которая окружена таким красивым цветочным орнаментом, и хамд, то есть восхваление Аллаху и призыв и благословение пророку. И дальше все, собственно, идет на персидском языке. И так как орден возник и поддерживался в ремесленной и купеческой среде, он начал распространяться, пользуясь покровительством сначала Тимура, потом правителей тимуридов, он начал распространяться по торговым сетям вместе со своими языками и вместе со своими текстами. Соответственно, Накшбандиев в течение очень долгого времени и на огромном таком пространственном протяжении очень долго оставалось преимущественно персоязычным тарикатом, преимущественно персоязычным орденом. И собственно, классические тексты этого тариката, очень важные для всего суфизма в целом, они создавались тоже на персидском языке. То есть это и рассказы и сборники изречений самого Бахаудина Накшбанда, это и энциклопедии суфийских праведников, составленные Абдар-Рахманом Джами, выдающимся писателем, великим персидским поэтом и не менее великим суфийским шейхом. Вот он составил два таких собрания суфийских биографий. Нафахатуль Унс, Дуновение ветерка дружбы, и Рашахат Айн-аль-Хаят. Хотя нет, Рашахат составил уже не он, его составил ученик его ученика, Капли из источника жизни. Вот все эти тексты, они созданы на персидском языке. И вторая такая ключевая вершина суфизма тариката Накшбандия, это живший уже в Индии на рубеже 16-17 веков шейх Ахмад Сирхинди по прозвищу имам Раббани, деятель, который возглавил мусульманское сопротивление религиозной реформе Шаха Акбара, он тоже писал почти исключительно на персидском языке, и его монументальное совершенно трехтомное собрание писем, оно тоже в основном персоязычное. И только когда Накшбандия начала распространяться в Османской империи и дальше попала на Ближний Восток, в Хиджаз, Мекку и Медину, только достаточно поздно, в 16-17 веках, тексты Накшбандии начали переводиться с персидского на арабский. Соответственно, в силу того, что на территории нашего региона, начиная уже века с 17-го, совершенно точно, Накшбандия господствовала, она была едва ли не единственным суфийским орденом, который реально был представлен. Соответственно, приобщение к мудрости и к духовности этого тариката означало, соответственно, и приобщение к высокой персоязычной языковой культуре. Ну, потому что вся теория на персидском, чтобы стать шейхом, надо его хоть немного понимать. Обратимся теперь к материальным свидетельствам персидского языка, присутствия персидского языка в Башкирии. Здесь мы натыкаемся на ограничения по глубине,
которое, в принципе, характерно всей письменной культуре нашего региона, чего-то сильно моложе 17 века у нас практически нет, потому что не сохранилось из-за бурных перипетий истории нашего региона. Однако обращает на себя внимание, что большинство из рукописей, которые сегодня хранятся в Национальной библиотеке имени Ахмед Заки Валиди, большинство из рукописей, созданных в первом тысячелетии по хиджре, то есть до примерно середины 17 века, они все либо происходят из Большого Ирана, либо являются персидскими сами по себе по своему основному языку. Как показывает анализ библиотечных собраний, анализ текстов, которые рефлексируют учебный процесс в традиционных мадрасах, в традиционных учебных заведениях, персидский был языком ученых трактатов и учебников по арабской филологии. Хотя образование в мадрасе, духовное образование, оно подразумевает то, что люди учатся читать Коран, понимать Коран, толковать Коран и, соответственно, усваивают арабскую мудрость. Тюркоязычных учебников, которые бы излагали, собственно, арабский языковой материал, их практически нет до начала 20 века. Арабские учебники, сперва надо все-таки арабский выучить. И вот а, мы зато видим в очень большом изобилии как раз-таки всякого рода языковедческие, простые филологические трактаты, как раз по арабской филологии, написанные на персидском языке. Ну, то есть, по всей видимости, персидский как язык несколько субъективно, конечно, более простой, по-видимому, усваивался сначала, а вот потом уже на основе персидского начиналось постижение тонкостей арабского языка и арабской филологии. Обучение в тех регионах, в которых учились выходцы из нашего региона, не только на территории Центральной Азии, то есть не только в Хиве, Бухаре, Самарканде и Кабуле, но и в Дагестане Османской империи, оно подразумевало погружение в иранскую, в персидскую языковую среду. И, соответственно, персидский язык был необходим не только для того, чтобы там учиться постигать какую-то мудрость, но и буквально для того, чтобы находиться в среде этих городов, ходить по улицам, разговаривать с людьми, что-то покупать и так далее. И, наконец, историография региона, сохранившиеся и обсуждавшиеся с нами уже на соответствующей лекции историографические труды, она опирается возможно, через какое-то посредство, но она опирается на Рашид ад-Дина и его последователей, и на тимуридских историков. То есть персидский язык присутствует как прямо в виде старинных рукописей, так и опосредованно в виде реакций, переводов, пересказов и так далее. Итак, обратимся теперь к конкретным текстам. Старейший из текстов, о которых мы будем говорить, текст достаточно загадочный, и он стоит особняком среди всего, о чем мы с вами говорили и будем говорить. Собственно, это совсем небольшое рукописное произведение, буквально порядка 2 десятков листов, сохранившийся в единственном экземпляре, переписан он около 1820 года, где-то здесь, в Урал-Поволжье. Рукопись эта не имеет собственного названия и озаглавлена просто хикаят, то есть некое такое сюжетное повествование. Она представляет собой запись историографического содержания, излагающую два сюжета. Первый сюжет – это знакомый нам из нашего разговора об историографии сюжет о Тимуре и о его походе на север, на Булгар.
а затем в сторону Московского царства, рассказ о том, почему он остановился и так далее. Дальше идет перечисление казанских ханов, дальше идет рассказ о миграциях башкир клана Тамьян в пределах исторической Башкирии и в пределах Урала-Поволжья. Вторая часть этого сюжета – это рассказ по горячим следам. Это рассказ с опорой на очевидцев и на тех, кто знал очевидцев. Это трагический рассказ о восстании 1735-40-х годов и его горьких и печальных последствиях. Рассказ написан на персидском языке, причем по его тексту, текст опубликован и переведен на русский язык казанским историком, иронистом, замечательным переводчиком Исмагилом Гибадуллиным. По персидскому языку в хикаяте видно, что он был явно не родным для автора. То есть автор использует очень простые конструкции, он практически не использует усложненную фразеологию и синтаксис, поэтому в плане того, как текст изложен, как построен, как изложен сюжет, как изложено содержание, хикаят очень сильно контрастирует с той же тимуридской историографией или с тем же, скажем, Рашид-ад-Дином или Джувейни. В тексте присутствуют диалектные черты, которые, вероятно, указывают, ну, собственно, которые сейчас вызывают удивление у тех, кто учился, собственно, персидскому языку Ирана, тегеранскому персидскому, и которые, видимо, выдают как раз связь с языковой средой Средней Азии. И наконец, там присутствуют достаточно многочисленные тюркские вкрапления, названия географических пунктов, имена людей, некоторые поэтические цитаты, и присутствует достаточно явное влияние тюркского синтаксиса на персидское изложение. То есть это, безусловно, уникальный и очень интересный текст, который является, пожалуй, единственным памятником вот той еще добулгарской историографии, которая предшествовала бурному развитию историописания во второй половине XVIII века и который передает несколько иные, не такие, скажем, комплементарные, не такие умиротворяющие взгляды на историю и на ее события. Вот. Ну, собственно, стиль и простоту стиля можно даже увидеть по русскому переводу. Персидский, с вашего позволения, читать не буду. Собственно, вот автор заканчивает свое повествование рассуждениями о том, что бедствие, на которое Всевышний Господь обрек башкир, и тот приговор, который свершился по Господней воле, заранее предопределены и непременно осуществятся, и никогда не бывать другому. Стремление избежать Божий приговор есть невежество. Куда бы человек ни пошел, он будет встречен добром. Всевышний послал нам за наши деяния беды, и нужно их стойко терпеть и не оставлять границ Всевышнего. То есть, ну, собственно, настолько, насколько прост лексический, синтаксический русский текст, ну, совершенно таков же и текст персидский. В XVIII веке, судя по памятникам, которые далеко не всегда полностью написаны на персидском языке, персидский в нашем регионе был еще и функционировал и в качестве такого мета-языка, языка, который описывает данные, описывает тексты, которые написаны на других языках. То есть, когда мы обсуждали с вами соседство языков арабского, тюркского, персидского, мы уже об этом немножечко говорили, что, как правило, в качестве такого резюме написанного, в качестве резюме сказанного выступает арабский. В текстах XVIII, первой половины XIX века нередко на месте арабского выступает персидский. То есть он предваряет тюркский текст, он их резюмирует. Он, кроме того, окружает и поясняет арабский язык.
То есть в регионе не только представлены толкования Корана, богословских текстов, мистических текстов, выполненные целиком на персидском языке, но нередко встречаются случаи, когда, значит, сам текст арабский выполнен на арабском языке, и при этом колофон у него, то есть сведения о месте написания, самом тексте, переписчике и так далее, они даны на персидском. То есть, ну, скажем, меня очень удивило, в ходе своих исследований я столкнулся с описанием рукописи толкования Корану Кади Аль-Байдауи. Ну, собственно, это арабоязычное толкование, вот все там должно быть на арабском, и вдруг колофон, то есть адрес места написания, вот он такой вот весь целиком на персидском. Переписано это было в XVIII веке на территории Башкирии. И, наконец, прошу прощения, и, наконец, для XVIII века персидский был еще и, да и для первой половины XIX века персидский был еще и языком актуальной литературы. То есть мы уже говорили с вами, что любимым импортным автором, источником бесчисленного количества подражаний, толкований, разъяснений и так далее был среднеазиатский суфий, самаркандский суфий, поэт Суфия Аллаяр. Ну вот, собственно, две персидские поэмы Суфия Аллаяра. Сочинения самого Ахмада Серхинди, его сыновей и внуков, они очень много писали, внуков, правнуков и так далее, вплоть до тех, кто жил там в 18-19 веках, они приобретались выходцами из нашего региона во время их путешествий, они переписывались здесь, комментировались здесь и, соответственно, активно достаточно сюда поступали. То есть персидский долгое время, до середины примерно XIX века, оставался языком вполне актуальной привозной литературы. Соответственно, все это обеспечивало его достаточно крепкие и достаточно устойчивые позиции. Обращаясь к недавней, собственно, персидской литературе, как объекту комментирования, здесь, конечно, чемпионом по популярности является Суфи Аллахияр или Аллаяр Суфи. Мы уже говорили с вами о его поэме «Сабатуль Аджизин», «Опора слабых» или «Опора бессильных», которая была написана на тюркском языке. Вот, собственно, бестселлером XIX века было толкование Таджаддина ибн Елчигула на как раз эту поэму, на тюркскую. Но не менее популярны были две его еще большие по объему поэмы «Цель познавших» Мурада аль-Арифин и «Путь богобоязненных» Маслякуль Муттакин, которые в нашем регионе истолковывались и комментировались на тюркском, частично и полностью переводились и так далее, и даже на арабском. То есть вот наш регион, в общем-то, вот считается более или менее свежий, и на тот момент там 200 лет еще не было поэмы на персидском языке, вот составляются к ней арабские глоссы, арабские пояснения. Дальше эти арабские пояснения едут на Ближний Восток, их там еще тоже переписывают. И еще более актуальными были сочинения шейхов братства Накшбандия Муджадиди, то есть последователей как раз Ахмада Серхинди, которые не только читались, не только переписывались и воспроизводились, но еще и включались непосредственно в ритуал. То есть фрагменты из них зачитывались в ходе суфийских церемоний, в ходе воспитания будущих мюридов и так далее. И вот все это вот прямо практически без перевода и без комментариев воспроизводилось и читалось. Наконец, в регионе осуществлялось и оригинальное творчество на персидском языке. О ранних его этапах говорить достаточно сложно, ну, прежде всего потому, что, во-первых, сохранилось не так много рукописей, а во-вторых, зачастую, когда мы встречаем текст на персидском языке, достаточно сложно бывает его атрибутировать, потому что это может быть как фрагмент какого-то классического произведения, и тогда, в принципе, найти источник можно без труда, так и может быть продуктом творчества какого-то малоизвестного поэта из Средней Азии там, или из Индии,
их тексты уже значительно меньше поддаются опознанию, либо уже в третью очередь они могут быть местными. Поэтому вот работа по атрибуции местных персофонных произведений, она пока только ведется. Оригинальное творчество на персидском языке, как правило, представляет собой сравнительно небольшие и простые по структуре тексты, то есть мы не увидим здесь циклов из 5 поэм, мы не увидим здесь монументальных летописей, все будет таким вот камерным, достаточно кратеньким. Краткие тексты, как правило, на персидском языке могут оказаться включенными в арабский или тюркский текст. Ну, скажем, яркий пример – это обсуждавшийся нами уже тафсир Гайнави, толкование к Корану, Бахадир Шах Аль-Гайнави, где тот, значит, приводит небольшую вводную часть на арабском языке, дальше небольшие сведения о себе на тюркском, дальше разговор о себе он заканчивает двустишием на персидском языке, где обращается к Богу и просит сделать его одним из тех, кто влюблен в Бога. И, соответственно, эти тексты, как правило, невелики, они, как правило, находятся в такой вот позиции логического ударения в качестве резюме, и если начать их разбирать и анализировать, при всей своей простоте, они демонстрируют достаточно многоуровневое знакомство с традицией. То есть это не просто текст, написанный на персидском языке в соответствии с канонами персоязычного литературного творчества, но и они еще и начинены огромным количеством отсылок к Суфию Аллаяру, к муджадидийским шейхам и вплоть там до Фарида Дина Аттара, вплоть там до самого начала персидской литературной традиции. То есть они, как правило, такие вот простые с виду и очень сложные изнутри. Ну, достаточно яркий пример – это коротенькая поэма слепого суфийского поэта Шамс-ад-Дина Заки о том, как любить Бога. Вот, собственно, она на картинке представлена в единственной рукописи. Достаточно простой такой текст. Если хочешь всех опередить, оставь плотские желания, пока не станешь правдивым. Изгони прочь из сердца страсть к этому миру. Займи себя Богом, стань влюбленным. Смотри на свою вину и не смотри на вину другого. Если станешь таким, то превзойдешь всякого. Приноси покаяние за каждый порок и отклонение. Смерть близка, а ты остаешься грешником. До каких пор, потерянный рыдающий раб, ты будешь самого себя вести путем плотских желаний? Хотя дурны твои деяния, Бог наделяет тебя пропитанием, и от такого господина почему же ты убегаешь? Но занятый делом распространяй добро своими речами, дабы благодаря им научать речами. Тот залог, который Бог положил перед тобой, ты не сохраняешь, а расхищаешь. Везде, где бы ни был, поминай Бога. Сколько еще ты будешь беспечным по отношению к Нему? Не уходи из-под покровительства людей чистоты, пока не вкусишь вина познания. Проявляй терпение в несчастьях этого мира, чтобы стать правдивым в любви к истинам. Ну, достаточно простой такой, достаточно назидательный текст, но если мы начнем, в общем-то, разворачивать его речевые конструкции, если мы начнем разворачивать его словесные формулы, мы обнаружим, что это такая вот мозаика, на самом деле составленная из немного перефразированных, совсем не перефразированных, чуть-чуть перестроенных или вообще не тронутых цитат из Фарида Дина Аттара, Джалаладдина Руми, Саиба Табризи, ученых мухаддисов и так далее. То есть мы вот здесь, вот в этом вот достаточно коротком тексте обнаруживаем как раз-таки огромное количество отсылок к тем поэтам, которые в регионе читались, воспроизводились и комментировались. То есть мы увидим как раз вот такую вот при простоте изложения и оригинальности текста, мы увидим как раз то, что я называю опорой на традицию. То есть раз и каждая из речевых формул на самом деле отсылает нас к кому-то еще, к тем, кого мы должны были как будто бы читать. Обсуждая функциональность персидской литературы, она была не только литературой исключительно мистической, но и не только литературой исторической, но и в принципе, персидский был языком
любых таких поэтических посланий и обсуждая его тематическую такую и, скажем так, функциональную ширину, можно обратиться к другому поэту XIX века, тоже персофону Мухаммаду Али Чукури, который составил такой вот небольшой текст, небольшую зарисовку с похвалами по адресу своему тестю. Надо сказать, что тестя Мухаммада Али Чукури звали Мавлави Джалал-ад-Дин. Все это его имя, то есть его назвали, самого этого человека назвали в честь великого персидского поэта Джалал-ад-Дина Руми по прозвищу Мавлави. Вот. И вот, соответственно, здесь мы видим уже некоторое формальное такое усложнение и некоторую, несколько большую клишированность образов. И вот что он пишет. Путы моего сердца следуют его дорогой, потому что его алхимия – чистое золото и сорвение. У меня есть родина, в саду которой соловей, рядом с которым во всякий миг нежнейшая роза. Знамя уважения к нему во всем, что имею, ведь я печать на доспехе его славы. То есть вот мы видим вполне такой стиле среднеазиатских панигириков, в стиле панигерической поэзии классической такой Персии, мы видим частную достаточно похвалу, частное такое обращение. При этом выполнены очень даже изящно, и если мы начнем искать здесь интертексты, то, скорее всего, и доспех его славы, и золото из рвения в его алхимии тоже окажутся у нас приветами от кого-то из классиков. Персидский и тюркский вместе, как я уже говорил, достаточно часто использовались в ходе ритуала. В начале 20 века в Санкт-Петербурге уже сыном Али Чукури была опубликована его же поэма, вернее цикл его стихов под названием «Приветствие месяцу Рамадан», Тархиба Рамадан. И среди прочего, значит, среди текстов, которые полезно было бы читать после специальной читаемой в этот месяц молитвы Таравих, встречается встречается два рубаи, которые имеют совершенно одинаковое содержание, совершенно одинаковую структуру, но правая колонка это фарсища на персидском языке, левая колонка тыркища на тюркском языке. Они абсолютно вот одинаковы, оба очень и очень просты, очень легко читаются, но при этом, в общем-то, в зависимости от того, какой язык аудитория понимает, можно читать так, можно читать так. Ну, такая вот действительно ритуальная, то есть включаемая в ритуал поэзия о том, что месяц Рамадан – месяц благородный и чистый, и с его уходом сердца всегда полно горя. А с приходом месяца щедрости надо делать благое, ведь конец всего – страна под землей. Месяц Рамадан прошел, и мы опечалились, потому что неизвестно, чей пост был принят. Подари всем детям благородное знание, Господи, во имя пророка. Вот такое вот совершенно простенькое такое вот детское стихотворение. Вот оно и существует оно как на фарси, так и на тюрки. А, В ряде современных исследований, посвященных культуре XIX века и, в частности, персидской культуре, бытует и распространяется тезис о том, что вот персофония, персидское образование, ориентирующееся на среднеазиатские образцы, на высокую вот эту культуру Большого Ирана, оно было совершенно независимым от имперского контекста и от того, что, в принципе, происходило здесь. Но в нашем регионе, в Башкортостане, достаточно интересно, что персидский язык распространялся в том числе русскими учреждениями, потому что это было знание, с одной стороны, прикладное, оно требовалось для работы, для путешествий в Хиву, Бухару, Коканд, дальше в Афганистан и Иран. И, с другой стороны, оно понималось как часть подготовки неких хорошо подготовленных специалистов
неких таких универсальных людей, которые бы служили, которые бы работали на имперской службе. И, соответственно, восточный разряд Оренбургского и Неплюйского кадетского училища, а впоследствии корпуса, обучал своих студентов как арабскому, так и персидскому языкам. И там создавались учебники, там переписывалась классическая литература и так далее. И на сегодняшний день, пожалуй, самым известным воспитанником восточного разряда был Мухаммед Салим Умедбаев, выдающийся поэт, краевед, историограф, просветитель, деятель культуры и чиновник самых разнообразных интересов. И, собственно, Умедбаев считал персидский одним из важнейших языков для своего творчества и для своей интеллектуальной деятельности. При том, что Умедбаев всю свою жизнь был действительно чиновником, он работал в разных губернских и имперских учреждениях, однако вот персидский язык всегда был с ним рядом и всегда был точкой приложения его активности. То есть, еще будучи студентом, он составил персидско-тюркско-русский словарь. К сожалению, он так и остался не опубликованным. Потом он его еще раз переделал, и вот есть, сохранилось у нас в Уфе два варианта этого словаря. Он активно переводил с персидского на русский и на тюрки, и переводил с русского и с нашего тюрки на персидский тоже. Он активно составлял оригинальные тексты на персидском языке, в основном это любовная и философская лирика, совершенно неизученные, но в его творчестве представлен уникальный совершенно продукт, уникальный совершенно текст. Это гражданская лирика на персидском. То есть одна из двух его печатных работ, книга Ядкар, памятки, заметки на память, завершается персидским стихотворением, название которого, в принципе, понятно без перевода, «Дархар замины Башгор», то есть о правах или об истине башкирской земли. И вот он здесь на протяжении достаточно большого количества бейтов рассуждает о том, кто такие башкиры, рассуждает о том, что в башкирской земле есть река Агидель, о том, что на реке Агидель стоит город Уфа, и о том, что город Уфа – это центр вот всего-всего самого лучшего на свете, что в Уфе есть муфтий, что в Уфе есть улемы, которые собираются на свои собрания, и отсюда распространяется просвещение и прочее, и прочее. Вот. И в конце, ну, собственно, это кит-а, ну и в конце стоит поэтическая подпись самого Мухаммед Салима Умедбаева. То есть даже в самом конце XIX века, даже уже на пике фактически культурной модернизации, пересмотра культурных ориентиров и так далее, персидский язык оставался по-прежнему языком максимально высокой мысли и оставался по-прежнему таким вот признаком интеллектуальной элитарности, умственной утонченности и показателем того, что тот, кто на нем пишет, человек по-настоящему грамотный и по-настоящему всесторонне развитый. И завершая наш сегодняшний разговор, отмечу, что подлинное научное изучение и, соответственно, культурное осмысление персоязычного наследия нашего региона – это дело будущего, надеюсь, что недалекого. Персидский был одним из трех языков высокой культуры в нашем регионе, причем он был широко востребован, но при этом являлся и считался наиболее элитарным из трех и наиболее, соответственно, наиболее редко, пожалуй, представленным. Функционировал он во всех сферах письменной культуры, охватывая и историографию, и мистику, и богословие, и филологию, и даже вопросы функционирования гражданского там и в целом общества. И это наследие действительно все еще даже как следует не описанное, обещает нам много самых разных открытий и много всего нового и интересного.
Спасибо большое за внимание, спасибо тем, кто пришел, спасибо музею Заман за возможность поговорить о персидском наследии нашего региона. И если будут вопросы, готов на них ответить, подискутировать или что-то пояснить. Спасибо большое. Кажется, все разбежались. Да, есть ли вопросы? Ну, возможно, еще будут задавать их в соцсетях. Вот у нас бывает, что на видео тоже оставляют на посты вопросы, Мгм. потому что я так понимаю, что многие смотрят нас в записи. Вот. Ну, это, пожалуй, удобнее и приятнее. Ну, если вопросов нет, то еще раз благодарю Анну вас за модерацию, благодарю тех, кто пришел и дослушал, благодарю тех, кто присоединился, и желаю приятного летнего времяпрепровождения. И очень-очень жду всех через 2 недели на следующем завершающей нашей встрече. Да, все. До свидания. Так. Всего